перед Кабулас Михаил Юрьевич, научно-практической конференции Баракатулахтара, Габджиктара, Пастапантона Евгений Сахара, Республика Юристана, и юристами Сахар Республика Государственная Театры, он отказывает делегировать Tujuh Gabungan Edukasi dari Jolo Sorgono para penggunanya. Уважаемый первый президент Республики Саха-Якутия, уважаемый председатель Госсобрания Турмен, уважаемый председатель Конституционного совета Республики Саха-Якутия, дорогие участники научно-практической конференции, дорогие якутяне. Сегодня мы вместе с вами являемся участниками научно-практической конференции, инициированной первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. Хотел бы отметить, что проведена большая подготовительная работа, и я хотел бы поблагодарить Северо-Восточный федеральный университет, в том числе председателя оргкомитета Юрия Георгиевича Данилова, наш родной юридический факультет во главе с деканом Романом Мушкинским. И хочу отметить, что очень большой объем работы выполнен Николаем Центром. Вот, я хотел бы поблагодарить Юрия Семенова, который был двигателем на этой серии. Ну и важное значение приобретает тот факт, что в работе нашей конференции, безусловно, большую значимость придает Институт гуманитарных исследований и коренных малочисленных народов Севера Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. При этом я хочу подчеркнуть, что данная конференция имеет особую миссию, так как призвана дать креативный и осмысленный старт предстоящим важнейшим событиям. Я хочу отметить, что 2022 год будет для всех нас знаменательным, поскольку это год 390-летия вхождения Якутии в состав Великого Российского государства, столетие создания Якутской республики, 30-летие нашей Конституции, 85-летие первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. А сегодня, конечно же, мне хотелось бы продолжение поздравления главы Республики Саха-Якутия, председателя парламента, поздравить всех вас со знаменательным событием, Днем государственности Якутии, и пожелать всем вам успехов. Как было объявлено по теме моего доклада, я, безусловно, должен говорить о нормативно-правовой базе. В целом, какую значимость имели те или иные документы в развитии нашей родной Якутии. Начну с того, что государственность Якутии, безусловно, появилась и развивается благодаря общей судьбе с Россией и неразрывно связана с ее историей. В далеком 1632 году наш Северный край вошел в состав многонационального российского государства. Истоки государственности нашей республики неразрывно связаны с развитием парламентаризма в Якутии, а они, в свою очередь, связаны с историей самоуправления, с именем Сафрона Сыранова, князя Хангаласского улуса, правнука легендарного Тыгына. В 1767 году он впервые был избран представителем Якутской области, депутатом в Екатерининскую комиссию по составлению нового уложения. На приеме у Екатерины II Сыранов добивался изменений порядка сбора языка, наиболее значимого в то время вопроса. И его успех привел к появлению Якутии важного института улусных глав, которые заведовали разработкой языка по улусу, главенствовали над волостными князьями и избирались на 2 года. Дальнейшее развитие самоуправления якутов связано с именем Алексея Аржакова. Выходец из бедной семьи, он благодаря своим выдающимся способностям дорос до должности главы Арагонского улуса, а также был известен в народе как замечательный рассказчик и аланхасу Север Аржаков. Вот именно он в 1788-89 годах безвыездно находился в Петербурге, пока не добился приема у императрицы Екатерины II, где подал ей докладную записку под названием «План о якутах».
И вот этот план в сентябре 1789 года рассматривался в Государственном Совете России. В ноябре 1792 года в Якутске устными головами и наследственными князьями впервые были организованы выборы Якутского областного головы. Это был первый руководитель Якутии, и им был избран хангаловский голова Сафрон Сыранов. Наиболее важным шагом в развитии самоуправления в Якутии я считаю реформу Михаила Михайловича Спиранского, выдающегося государственного деятеля России, а первым исторически-политическим значимым документом для народа Сибири стал устав об управлении народом Сибири. В 1824 году голова Варгонского улуса Иван Мигалкин, голова Хангаловского улуса Сава Киридин, бывший голова Хангаловского улуса Николай Рыкунов разработали сборник о степных законах и обычаях якутов. На основе устава об управлении народом в январе 1827 года были выработаны правила для единообразного учреждения порядка по управлению родовых и народных управ Якутского округа. Именно данные правила закрепили административное устройство коренного населения Якутской области, которое просуществовало вплоть до 1917 года. По данным правилам местное управление было представлено Степной думой и народными управами и родовыми управлениями. Степной думе подчинялись по хозяйственным вопросам все устные управы Якутского округа, а сама Степная дума отчитывалась перед областным начальником и правлением. Но в 1838 году Якутское областное управление закрыло Степную думу и передало все дела по принадлежности в устные управы и Якутский земский суд. Считает, что одной из негласных причин упражнения Думы могла быть чрезмерно самостоятельная деятельность Думы, выходящая иногда за пределы положения. Члены Думы были крупными собственниками и претендовали на определенную степень полномочий в управлении Северным краем. Некоторые историки отмечают, что Дума постепенно превратилась в оппозиционный орган власти. Конечно, ни одна самодержавная власть внутри государства не могла этого допустить. Я хочу отметить, что за короткий период своего существования Якутская степная дума все же успела провести работы по образованию и благоустройству якутских островов и перераспределению земель по классной системе использования. Как справедливо отмечает в своем фундаментальном труде профессор Михаил Михайлович Федоров, якуты и другие народы северо-востока Сибири с момента своего ясачного подданства стали принимать активное участие во всех крупных и мелких походах русских путешественников. И в этой связи хотелось бы отметить, что Россия именно в тот период завоевала Аляску, достигла США, образовала Русскую Америку, вышла на просторы Тихого океана. Для этого единственным путем был путь только через Якутск. На якутских лошадях, оленях, на собаках. Вплоть до середины 19 века Амур был у китайцев. Выход берегам Тихого океана по Амуру для России был закрыт. Также я хотел бы отметить, что благодаря именно Якутии многие земли были приобщены к великому российскому государству. Более того, продолжая то, о чем говорил Алексей Ильич в своем глубоком докладе, вклад Якутии в могуществе российского государства вносит и в настоящее время. Но, допустим, в 20-х годах прошлого века золотой фонд – это 25% золота из Якутии. С 50-х годов 20 века за счет Якутии создан почти весь алмазный фонд Советского Союза, а затем и России. Также велика доля коксующихся углей, сурьмы, олова и других нефтовых богатств нашей земли. Как было отмечено, новый этап своего развития Якутия приобрела именно в период формирования и развития молодой советской власти в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И эта работа, конечно, была многоаспектной. Она плотно началась в 1920 году, когда на первом Всероссийском совещании национальностей была подчеркнута настоятельная необходимость образования якутской автономии. Более того, 26 апреля 2021 года Сельбюро ЦК РКПБ заслушал доклад Аюмского о якутской автономии. Во
Вопрос о якутской автономии обсуждался на коллегии Наркомнадзора 16 мая 1921 года. Ну и, конечно же, главным историческим событием, де юре учредившим образование Якутской автономной Советской Социалистической Республики и впервые закрепившим факт признания государственности республики, стало принятие декрета Президиума ЦИК от 27 апреля 1922 года. И мы, конечно же, сегодня благодарны великим сынам нашего народа Максиму Мозгу, Платону Юрскому, Степану Арсакову, Исидору Баракову, Алексею Широкову, кстати, нашему земляку из Септюрского наследия, и их соратникам, которые действительно добились предоставления Якутии статуса республики. Безусловно, этому предшествовал долгий период, когда народ мечтал о своем свободном и эффективном развитии. Лучшие умы якутской интеллигенции думали и мечтали о светлом будущем. Среди них, как было отмечено, Алексей Алексеевич Кулаковский, экземпляр. Конечно, вот письмо якутской интеллигенции, написанное в 1912 году вот, на Хангаласской земле, за рекой селе Качекацы, возымело огромное действие на умы и сердца якутян. Конечно, большой вклад Василия Васильевича Кулемира. Я хотел бы особо выделить вклад братьев Ксенофонтов, Гаврила и Павла Васильевича. Далее, хочу отметить, что первый Всеякутский съезд Советов 18 января 1923 года обсудил и утвердил основные положения первой Конституции Республики. В ее главе первой общей части указывалось, что Якутская автономная республика в соответствии с постановлением ЦИК является частью Российской Федерации. Аппарат государственной власти ЯСР организуется из местных советов, их съездов, Совета народных комиссаров и Якутского центрального исполнительного комитета. Во втором разделе Конституции речь шла о высших органах власти. Здесь в главе 2 был узаконен в качестве высшего органа власти в республике Всеякутский съезд Советов, который созывался один раз в год. В 1924 году подготовленный проект первой Конституции в последующем был утвержден и вступил в действие. И я хочу отметить, что действительно наличие Конституции для республики это было огромным благом. Далее следует отметить, что решительные действия наших первых руководителей привнесли много нового. Так, впервые была организована научная экспедиция Академии наук СССР, которая уже к началу 30-х годов представила Якутию как развитую аграрно-промышленную республику. Принятая в 1937 году Конституция СССР дала конституционные основы для дальнейшего развития Якутии в составе России, хотя во многом дублировала положение Конституции СССР 1936 года, который в народе именуется Сталинской Конституцией, и Конституции РСФСР 1937 года. То есть заработал принцип матрешки, который впоследствии был введен в Конституции СССР 1977 года, Конституция РСФСР и ЯССР 1978 года. Я здесь хотел бы отметить, что тяжелые военные и послевоенные годы большой вклад в развитие республики внес наш парламент, тогда это Президиум Верховного Совета Республики, который возглавляли наши легендарные женщины Софья Петровна Сидорова, которая была председателем Президиума Верховного Совета 1938 по 1947 годы, она из села Немгюнцы, а также Натахова Мария Дмитриевна, которая руководила в период с 1954 по 1963 год, а в последующем Александра Яковлевна Овчинникова и Юлия Николаевна Григорьева. Говоря о послевоенном периоде развития государственности нашей республики в статусе автономии, мы должны признать и отметить, что произошел качественный скачок в социально-экономическом развитии, когда из отсталого аграрного северного края республика стала приобретать очертания промышленного. В этой связи необходимо вспомнить имя Семена Захаровича Борисова, который руководил эффективно нашей республикой с 1951 по 1965 год. Также ярким руководителем республики был Гаврил Иосифович Щеряев, который возглавлял Якутский областной комитет партии с 1965 по 1982 год. Как было отмечено
в докладе Алексея Ильича декларация о государственном суверенитете имела глубокий смысл. И я в своем приветственном слове во время открытия мультимедийного зала говорил о том, что данная декларация стала основой разработки новой Конституции Республики Саха-Якутия, основой для инициативы подписания федеративного договора, а последующем на основе федеративного договора была принята Конституция Российской Федерации, по которой мы живем. И главным инициатором этих всех процессов был наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Вот Петр Васильевич упомянул, что я являюсь соратником Михаила Ефимовича, но я хотел бы со своей стороны отметить, что я, может быть, и не соратник, но я прошел университет Николаева, потому что я 2 года был помощником председателя Верховного Совета 12-го созыва и 2 года был первым руководителем администрации президента. Хочу отметить, что подписание федеративного договора имело большой смысл, потому что она предотвратила дезинтеграционные процессы. Она на самом деле является государствообразующей. И вот в этой точке зрения хочется отметить, что именно в день подписания федеративного договора Якутия в единственном числе подписала соглашение с правительством Российской Федерации по экономическим вопросам. В последующем, 21 ноября 1992 года, было подписано соглашение о разграничении собственности. Именно 2 этих документа являются фундаментом достойного развития нашей республики, потому что наполнение бюджета зависело от того, насколько эффективно мы управляем природными ресурсами. И, конечно же, особой заслугой Михаила Ефимовича является создание акционерной компании «Алроса», которая и сегодня является бюджетообразующей. Сегодня, конечно, хотелось бы много сказать в своем докладе, но я думаю, я его передам в письменном виде. Петр Васильевич у нас очень строгий модератор, сможет прервать по ходу пьесы. Но чтобы этого не было, я хотел бы отметить, что сегодня мы находимся в совершенно новой политической атмосфере, когда избран новый состав Государственной Думы, который впервые вошли 5 политических партий, которые преодолели 5% барьеры. И я надеюсь, что нынешний состав Государственного собрания Якутия и наши народные избранные глава Республики Саха-Якутия будут налаживать тесные контакты с новым составом Государственной Думы, потому что я считаю, что то дело, которое организовал Михаил Ефимович Николаев в начале 90-х, достойно продолжили Вячеслав Анатольевич Сидоров, Егор Афанасьевич Борисов в качестве президента и сегодня всенародный избранный глава Арсений Сергеевич Николаев и его правительство во главе с Андреем Владимировичем Тарасенко. Хотел бы отметить, что большой вклад в развитие республики вносит парламент республики. Вот я хочу в этой связи упомянуть Климента Егоровича Иванова, председателя Верховного Совета 12-го созыва, наших лидеров в первом созыве Государственного собрания Тумяна Алексея Афанасьевича Петровича Ларионова, Егора Михайловича Ларионова. Во втором созыве это Николай Иванович Соломов, Василий Васильевич Филиппов, в третьем созыве Юрий Семенович Тимофеев, в четвертом созыве Виталий Николаевич Басагысов, в пятом созыве Александр Николаевич Жирков, в шестом созыве Петр Васильевич Гоголев, ну и сегодня бразды правления в руках Алексея Ильича Емелева, который как депутат, как председатель профильного комитета по государственному строительству и законодательству провел большой объем работы по внесению изменений и дополнений в нашу Конституцию, поскольку нам необходимо было приводить Конституцию Республики в соответствии с обновленной Конституцией Российской Федерации. Большое спасибо за внимание.